Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня в нашей рубрике мы хотели бы вам рассказать про компенсацию проезда пенсионерам. Такая компенсация производится неработающим пенсионерам, которые проживают на территории Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, то есть на территории нашей республики. Пенсионеры должны быть получателями страховых пенсий по достижению возраста, либо по инвалидности. За компенсацией проезда пенсионеры могут обратиться один раз в 2 года. Заявление подается по месту нахождения выплатного дела пенсионера. Но если пенсионер переезжает в другое место, то он всегда вправе перенести пенсионное дело по месту нового жительства. Очень важно отметить, что место отдыха пенсионера должно находиться на территории России. Компенсировать расходы на проезд можно до поездки, получив соответствующий талон на приобретение билета, либо после поездки, представив фактические расходы, то есть предоставив сами билеты. Для получения талона необходимо, чтобы пенсионер предоставил документ, который подтверждает предстоящий отдых пенсионера. Это может быть путевка, курсовка, либо иной документ, который подтверждает место отдыха пенсионера в санатории, профилактории, доме отдыха, либо ином месте отдыха. Также пенсионеры вправе получить талон на отдых по вызову, то есть по приглашению, например, родственника. Это тот случай, когда пенсионеры выезжают к своим детям, которые проживают в ином городе. В данном случае необходимо представить телеграмму, направленную Почтой России, либо в письменном виде, в свободной форме в письме, в котором указывается период отдыха пенсионера в этом городе и данные пенсионера. Это фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата рождения. Получить талон можно только по тем направлениям, по которым заключен контракт между отделением пенсионного фонда и авиакомпанией. Информации об остатках талонов либо о направлениях можно всегда получить в нашем центре «Мои документы» при устном консультировании, либо в самих управлениях пенсионного фонда. В случае получения компенсации по фактически произведенным расходам необходимо представить билеты. Это могут быть авиабилеты, билет на поезд, билет на автомобильный, либо водный транспорт. Если пенсионер отдыхал в нескольких городах России, то компенсация производится до дальней точки. При этом необходимо представить справку о прямом сообщении. Такая справка предоставляется Главным агентством воздушных сообщений ГАВСом. Также важно знать, что можно представить документы, то есть билеты, в любое время после поездки. Но здесь нужно учитывать, что отсчет срока по наступлению следующего права, так как возникает такое право один раз в 2 года, возникает с момента фактической компенсации пенсионера, то есть, но не с даты поездки. Обо всех услугах центра «Мои документы» вы можете получить в наших центрах, на нашем сайте официальном mfcsakha.ru, либо позвонив в наш колл-центр по номеру 8 800 100 ровно 22 16. Всего хорошего, отличного вам дня!